Обзоры экономических, спортивных событий, мировые новости и главные события региона. Обо всем этом и не только расскажем в ближайший час. Начнем, пожалуй, с курса валют. На сегодняшний день курс рубля к иностранной валюте, установленный Центробанком, составил за доллар 63 рубля 94 копейки, евро 70 рублей 27 копеек. Что касается обмена валюты в Якутске, то сегодня выгоднее всего покупка доллара в Восточном банке. Это 63 рубля 79 копеек. Лучший курс продажи предлагает также Восточный банк. Он остановился на отметке 64 рубля 10 копеек. Что касается евро, то выгодная покупка все в том же Восточном банке за 70 рублей 15 копеек, а продажа в Россельхозбанке за 70 рублей 47 копеек. Об этом сообщает сайт Банкиру. Компенсации пострадавшим от наводнений освободят от НДФЛ. Согласно налоговому кодексу, сейчас с этих выплат должен был удерживаться подоходный налог. На пленарном заседании 19 сентября документ был принят в первом чтении. Законопроект был разработан во исполнение поручения президента страны Владимира Путина, которое он дал после встречи с жителями Иркутской области, пострадавшими от наводнений. Между тем, Минэкономразвития России разработал проект закона, по которому россиянам при взыскании с них долгов будут оставлять прожиточный минимум. Поправки уже согласовали Минюст, Минфин, Федеральная служба судебных приставов и Минтруд. Законопроект не затронет должников по алиментам, коммунальным услугам, штрафам и налогам, а также тех, кто должен возмещать вред от совершенного преступления. Номер телефона и e-mail внесут в единую информационную систему персональных данных. Сегодня она хранит биометрические данные граждан, изображение лица и запись голоса. Эта база взаимодействует с другой единой системой идентификации и аутентификации. Благодаря ей граждане могут дистанционно подтверждать свою личность, чтобы удаленно совершить некоторые юридически значимые действия, например, банковскую операцию. Как отмечали в Минкомрассвязи, внесение в систему новых данных улучшит взаимодействие всех сторон. Органы власти и компании, имеющие доступ к базе, смогут сообщать гражданам о регистрации в системе и о совершаемых операциях. Кроме этого, в России скоро могут начать выдавать электронные паспорта. Минкомсвязи планирует в ближайшее время запустить проект по переходу на новую систему. Об этом заявил замминистра цифрового развития Олег Пак в ходе парламентских слушаний, посвященных совершенствованию механизма электронной подписи. Он отметил, что прежде чем говорить о переходе в следующем году, нужно помнить, что процесс потребует времени. Тем не менее, в ведомстве настроены решительно. Уровень бедности в республике к 2024 году планируют снизить в 2 раза. Этих показателей можно добиться только комплексом мер. Борьба с безработицей, достойная оплата труда, постоянная поддержка отдельных слоев населения. С 2017 года уже есть видимые результаты. Подробнее о них расскажет Саргалана Захарова. Саргалана, здравствуй, тебе слово. Да, здравствуй, Ольга. Безработица и низкие доходы, особенно на селе, среди молодежи мешают развиваться, не дают победить бедность, порождают социальное неблагополучие. Поэтому рост занятости и реальных доходов якутян – это задача номер 1. Так звучал один из главных пунктов предвыборной программы главы республики Айсена Николаева. Ударить по бедности в Якутии решили, как говорится, по всем фронтам. Тем более позитивная динамика стала ощутима уже по итогам 2018 года. Количество бедных людей сократилось по сравнению с предыдущим 2017 годом на 1,1%. Но если перевести этот показатель на человеческий эквивалент, то цифры более масштабны. Улучшили свое финансовое положение больше 10 тысяч человек. Безусловно, одна из причин бедности населения – это безработица. Здесь показатели улучшились на 17%. При этом увеличилось количество вакансий на 29%, что объясняет статистику по снижению напряженности на рынке труда до 1% безработного населения на одну вакансию. А средний размер заработных плат, по данным Сахастата, возрос от 38 тысяч до 46 тысяч рублей в республике. Для повышения конкурентоспособности безработных на рынке труда предоставляется государственная услуга по профессиональному обучению. В прошлом году этой возможностью воспользовались больше 2000 якутян. Это почти в 2 раза больше, чем за 2017 год. А в 2019 планируют охватить уже 3500 человек. Большая часть из них будут обучаться техническим специальностям. Отмечу, что именно рабочие профессии пользуются наибольшим спросом у работодателей. На их долю приходится в среднем 60% всех заявок, поступающих в службы занятости Якутии.
По статистике, за первую половину 2019 года общая численность безработных уменьшилась на 0,6% и составила 34 тысячи человек. Это 6,8% от общего числа всей рабочей силы. Немаловажную роль в сокращении безработицы в республике играет развитие и поддержка самозанятости в республике. Специальные курсы по линии государства прошли в прошлом году 250 человек. Из них половина смогла принять участие в программе содействия и получила субсидии на открытие собственного дела. К наиболее незащищенным слоям населения относятся и представители старшего поколения. Одноименный федеральный проект помогает людям предпенсионного возраста получить профессиональное и дополнительное профессиональное образование. Так, услугу могут получить те, кто обратился в органы занятости, а также граждане, которых направили работодатели. Краткосрочные курсы успели пройти уже 240 граждан. А с 2020 года такую возможность получат и мамочки, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. Как гласит народная мудрость, дай человеку рыбу, и ты накормишь его на целый день. Научи его ловить рыбу, и ты накормишь его на всю жизнь. А когда причина бедности не отсутствие работы, временная или разовая помощь может стать спасительной. Ведь за чертой бедности живут не только безработные. Финансовые трудности чаще всего испытывают семьи с 2 и более детьми. В этом году в свет вышел указ главы региона Айсена Николаева о дополнительных мерах по поддержке рождаемости. Теперь нуждающиеся семьи могут рассчитывать на ежемесячные выплаты в размере прожиточного минимума для детей. На очереди решение жилищного вопроса, а именно понижение ставок на ипотеку для молодых и многодетных семей. А при настоящих ценах на квартиры даже 1 сэкономленный процент может существенно сохранить семейный бюджет. У меня на этом все. Ольга. Спасибо, Саргылана, а мы продолжаем. В Новосибирске во 2-й раз пройдет международная выставка «Форум оборудования и материалов для горно-добывающей отрасли «Майнинг, металлургия, генерация-2019». Она пройдет с 25 по 27 сентября этого года. Более подробная информация у моей коллеги Нургуяны Ивановой. Нургуяна, здравствуй. Будут ли в этом году какие-нибудь новшества? Да, Ольга, в отличие от прошлого года, когда мероприятие было ориентировано только на угольную отрасль, то в этом году акцент будет делаться на нацпроекты «Экология» и «Цифровая экономика». Также отмечу, что в этом году ожидается рост количества участников. Прибудут компании из Якутии, Хакасии и Кузбасса. Это новости экономики на Якутия-24. В студии работает Нургуяна Иванова. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 декабря подготовить поправки в законодательство, направленные на снижение ставок ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых. Предполагается, что ставка по ипотеке будет снижена и по кредитам на строительство дома на земельном участке, предоставленном по программе Дальневосточного гектара. На эти цели предполагается направить средства государственной программы «Социально-экономическое развитие» Дальневосточного федерального округа и Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона. Более 14,5 тысяч человек были трудоустроены с момента запуска в Якутии программы «Местные кадры в промышленность». Об этом заявил первый заместитель председателя правительства региона Алексей Стручков в ходе парламентских слушаний. По его словам, за первое полугодие 2019 года трудоустроено 3234 человека, из которых 584 работника – это молодые люди до 30 лет. Вахтовым методом трудоустроено 1252 человека. 895 работников являются жителями сельской местности. До 2024 года по программе планируется трудоустроить 27,5 тысяч человек. Отметим, что на данный момент в программе участвуют 23 компании республики. Кроме этого, в Якутии продолжается реализация проекта «Занятость на селе». План первоочередных мероприятий по снижению уровня бедности в республике учитывает также задачу, поставленную главой республики по созданию 10 тысяч новых рабочих мест в несырьевом секторе экономики. Согласно стратегии развития республики, к 2024 году планируется снизить общую безработицу до 6,7%. В целом по России этот показатель составляет 4,5%.
За 2018 год уровень бедности в республике уменьшился более чем на 1 процентный пункт, до 19%. В дальнейшей работе по снижению бедности власти региона планируют применить индивидуальный подход к проблеме бедности каждой семьи. Для этого в республике собираются распространить модель межведомственного взаимодействия по технологии социального контракта и индивидуальных программ для сопровождения граждан из реестра малоимущих для их вывода из бедности. Дочернее предприятие «Алроса» «Алмазы Анабара» завершило свой 21-й промывочный сезон, выполнив производственный план по алмазодобыче на 102%. План по извлечению золота выполнен на 151% и по платине на 320%. Из алмазных концентратов предприятия, поступавших на обработку в цеха окончательной доводки компании, в этом году были подняты десятки крупных алмазов ювелирного качества. Из сверхкрупных алмазов этого сезона «Алмазы Анабара» были отмечены кристаллы коричневых и желтых оттенков весом более 60, 83, 59 и 51 карата. Отметим, что в этом году на производственных площадках «Алмаза Анабара» был введен новый добычной участок в притоке Беллях. Совет директоров Якутской топливно-энергетической компании принял решение о досрочной смене генерального директора. Новым главой компании стал Леонид Чугунов, который вступит в свою должность 24 сентября. Контракт с ним заключается на 3 года. С 2016 года гендиректором ЯТЭК был Рубен Геворкян. Ранее Апроперти, подконтрольный основателю оператора «Йота», стала мажоритарным акционером Якутской топливно-энергетической компании. Апроперти получила акции ЯТЭК, которые принадлежали компаниям «Инвестор» и «Наутилиус». Сразу 54 центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» по нацпроекту образования откроются сегодня в Якутии. Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» создаются как структурные подразделения общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности без образования юридического лица. Одной из основных задач центров «Точки роста» является обновление содержания и совершенствование методов обучения предметов технология, информатика, основы безопасности жизнедеятельности. В 2020 году «Точки роста» должны появиться в 96 школах Якутии, а в 2021 году в 171 школе, в 2022 году уже в 287 школах. Центры «Точка роста» создаются в российских регионах в рамках нацпроекта образования, который охватит период с 2019 до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 миллиардов рублей. Северный форум по устойчивому развитию стартовал в столице республики. По словам организаторов, задачей Северного форума является построение большой платформы, на которой будут работать разные площадки. Одна из них посвящена 5-й Всероссийской конференции «Устойчивый Север. Общество, экономика, экология и политика». Это 4 составляющие, каждая из которых зависит друг от друга. Диапазон проблем устойчивого развития очень широкий, начиная от вопросов глобального потепления, заканчивая вопросами внедрения в цифровых технологиях. Мероприятие будет проходить до 28 сентября. В нем примут участие представители 11 стран мира. Это были все новости экономики к этому часу. Ольга, спасибо. Спасибо большое, Нургуяна. А я напомню, что об экономической ситуации в стране нам рассказала Нургуяна Иванова. Примерный объем финансирования программы развития здравоохранения по Нирингуринскому району на период до 2022 года составит порядка 1 миллиарда 700 миллионов рублей. Более подробно расскажет Александра Цыбикова. Александра, здравствуй, тебе слово. Здравствуй, Ольга. Капитальный ремонт в детской поликлинике начался еще в январе месяце после планового визита, рабочего визита Айсена Николаева, после которого была начата программа развития здравоохранения по Южной Якутии в целом. Хочется отметить, что ремонт идет полным ходом. Вы можете наблюдать за моей спиной первое крыло, в котором делается ремонт, который должен завершиться в 2020 году. И что еще хочется отметить, помимо ремонтных работ будет еще и модернизация оборудование. Так будет приобретен отоларингологический аппарат, стетоскоп, все для кабинета ЛФК, все для кабинета офтальмологии. В ЛФК еще будут новые модернизированные тренажеры для детей с недугами по центральной нервной системе и опорно-двигательному аппарату. Вот. Рядом со мной сейчас находится районный педиатр Петр Федорович. Петр Артемович, скажите, какая работа уже проделана и что еще предстоит сделать? В настоящее время ремонтные работы ведутся полным ходом. Сейчас происходит ремонт здания блока «Б».
Прием детей осуществляется в блоке А здания детской поликлиники. Проведены все демонтажные работы. Сейчас начинается монтаж фасада, окон, канализационной системы, вентиляционного оборудования, ну и кровли. И планируется, что блок Б ремонт будет завершен к концу 2019 года, а ремонт всей поликлиники планирует завершить к концу 2020 года. Спасибо. А помимо мною перечисленных, будут ли еще какие-нибудь обновления, которые могут порадовать нерюнгринцев? Да, у нас в детской поликлинике планируется, что будут введены новые специальности врачей. У нас будет осуществлять свою работу врач-аллерголог-иммунолог, врач-гастроэнтеролог. Как уже сказали, будет лор-комбайн для проведения более расширенного, скажем так, обследования и лечения детей с лор-патологией. И будут у нас проводиться эндоскопические исследования. Спасибо большое. Хочется сказать, что примерный объем финансирования составил на всю программу развития порядка 1 миллиарда 700 миллионов рублей, а на детскую поликлинику выделено порядка 30 миллионов рублей. На этом у меня все, Ольга. Александра, спасибо за информацию. Напомню, на прямой связи со студией была Александра Цыбикова. А некоторых людей жажда наживы толкает на кражу совсем уж странных вещей. 2 пассажира, летевших разными рейсами до Мирного, покинули самолеты, прихватив с собой имущество авиакомпании. Подробности расскажет мой коллега Александр Хавренко в рубрике «Чрезвычайные происшествия». Александр, здравствуй. Что же они прихватили с собой? Здравствуй, Ольга. Мужчины покинули борт самолета, прихватив с собой спасательные жилеты. В эфире рубрика «Чрезвычайные происшествия». В студии работает Александр Хавренко. Здравствуйте. Один из мужчин летел по маршруту Москва-Мирный. После приземления сотрудники не досчитались одного спас-жилета. Сотрудники транспортной полиции задержали 26-летнего уроженца города Мирный. На другом рейсе, Новосибирск-Мирный, мужчина украл аж 2 жилета. В тот же день он был установлен и задержан. Мужчины объяснили полицейским, что действия их были вызваны желанием сэкономить на приобретении собственных спасательных жилетов. Стоимость каждого из жилетов была оценена в 3300 рублей. В ходе обысков похищенное было изъято и возвращено законному владельцу. По обоим фактам возбуждены уголовные дела. Задержать пьяного угонщика стражам порядка помог четвероногий друг. Служебная овчарка Джуна привела полицейских к квартире, где скрывался преступник. В дежурную часть полиции обратился водитель такси с заявлением об угоне. По словам потерпевшего, он вышел из машины, чтобы утихомирить буйного пассажира. В это время пассажир перепрыгнул на водительское сиденье, заблокировал двери и ударил по газам. На место преступления выехала следственно-оперативная группа, в составе которой был Евгений Бурцев, инспектор-кинолог Центра кинологической службы, с собакой Джуной. Угнанная машина была обнаружена неподалеку, а рядом с ней полицейские нашли ключи и сотовый телефон потерпевшего. Джуна сразу взяла след и направилась на поиски. Вскоре собака привела полицейских к многоквартирному дому и обозначила 4-й этаж, в одной из квартир которой стражи порядка и обнаружили злоумышленника. Им оказался безработный 29-летний житель Якутска. Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В Вилюйске полицейские задержали подозреваемых в серийных кражах. Житель Вилюйска обратился в полицию с сообщением о краже с его двора болгарки и автомобильного аккумулятора. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 2 мужчин в возрасте 21 и 23 лет, старший из которых ранее был судим за кражу. Подозреваемые в день происшествия распивали спиртное, а затем проникли на частную территорию, откуда похитили имущество. В ходе обыска похищенное было изъято. При дальнейшем разбирательстве выяснилось, что задержанный причастен к ряду других краж, совершенных на территории соседнего села. Подговорив 4 несовершеннолетних, злоумышленник обчистил несколько дворов. Им были похищены мотоцикл, комплект дисков, автомагнитола и портативные колонки. Все похищенное изъято. Прокуратура республики направила в суд уголовное дело о тайном хищении чужого имущества с незаконным проникновением в помещение, а также об убийстве с целью скрыть другое преступление. По версии следователя, в начале июня 2019 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник в помещение магазина, где из кассы похитил денежные средства более чем 125 тысяч рублей. После совершения кражи злоумышленник вспомнил, что в магазине ведется видеонаблюдение, и решил отключить камеры. Вооружившись ножом, он начал перерезать провода. На шум проснулся охранник магазина. Увидев свидетеля преступления, обвиняемый нанес ему не менее 20 ударов ножом. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия. Уголовное дело направлено прокурором в суд. На этом наш выпуск подошел к концу. О развитии событий в следующих выпусках новостей. Всего вам доброго и будьте осторожны.
Ольга, на этом у меня все. Спасибо большое, Александр. А я напомню, обзор чрезвычайных событий нам предоставил Александр Хавренко, а мы продолжаем. Более 92 миллионов рублей в этом году выделено из бюджета республики на создание централизованной площадки для обработки государственной тайны. Об этом заявил министр связи Якутии Анатолий Семенов на проходящем в Якутске сборе специалистов по информационной безопасности органов государственной власти и местного самоуправления. На мероприятии собрались около 150 участников со всей Якутии. Они обсуждают вопросы создания центров государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы. Также в рамках мероприятия запланированы проведение пленарного заседания, открытых лекций по вопросам защиты информации и хакатона – командного соревнования по организации систем защиты информации. Мероприятие будет проходить на протяжении 2 дней на 4 разных площадках. Методический сбор со всеми другими министерствами направлен на то, чтобы, скажем так, актуализировать эту тему и уделить этому больше внимания и проводить нормальную работу в этом направлении. В министерстве создан отдел информационной безопасности. Мы приняли отдельную программу и вместе с нашим подведомственным учреждением, региональным центром информационных технологий, ведем методическую работу. Это сейчас связано и с центром обработки данных, и с закрытой сетью нашей Саха-сеть. И в целом направлено на то, чтобы устанавливать системы защиты на рабочих местах и очень много другой работы. Новые требования при перевозке детей автобусами утвердили в России. Постановление касается безопасности детей, которые отправляются в экскурсии. Будет введено обязательное требование по ремням безопасности, которое ранее существовало только для международных перевозок. За реализацию этого пункта будут отвечать взрослые, сопровождающие детей. Необходимо минимизировать новые дополнительные риски, так как в среднем ежедневно осуществляется 1300 организованных перевозок групп. Также в следующем году начнет работу приложение, где можно будет заказать поездку, узнать состояние транспортного средства и квалификацию водителя. В Арктическом государственном институте культуры и искусства открылась арт-ярмарка произведений художников и студентов в рамках проведения работы проектной площадки Северного форума креативной индустрии в Арктике. И на прямой связи наш корреспондент Андрей Мухоплев. Андрей, здравствуй. Много ли работ представлено на ярмарке? Приветствую, Ольга. Да, мы находимся сейчас в Арктическом институте культуры и искусств, где проходит ярмарка. Она проходит ярмарка в рамках Северного форума по устойчивому развитию Севера. Ну, давайте не будем томить. Ольга, я покажу тебе, что здесь, собственно, происходит. И как сказали креативные люди, которые здесь находятся и которые продают, что экспозиций больше, чем крестиков на моей футболке. Хочу сказать, что здесь находится художник сразу при входе. Наверное, на обеде. Рисунки стоят его 300 рублей. Можно здесь спокойно присесть и начать рисование. Давайте пойдем дальше. Здесь находятся у нас картины. Картины очень интересные довольно-таки. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Елена. Елена, пожалуйста, расскажите, что у вас здесь, собственно, представлено и из чего сделаны эти прекрасные и интересные картины? Здесь у нас картины выполнены в технике литография. Это техника плоской печати, прямиком из Москвы. Угу. А откуда вот такое вот ценообразование? Вот по 800, 500? Можете сказать? Ну, это эксклюзивная техника, и в нее входит материалы, из которых они изготовлены, также трудоемкий процесс создания работы. Сколько примерно нужно времени, чтобы вот создать вот такую вот картину, вот где человек сидит в мастерской своей? Примерно день, там все с эскиза, проработки, там подготовление камня, также состав химический, вот, при котором создается картина. Угу. Хорошо, большое спасибо. Ну, пойдемте дальше, смотрите. Здесь также у нас представлены тоже картины, интересные платки. Кстати, напомню, что ярмарка проходит в Агики, и все экспонаты представлены художниками или студентами, а также и преподавателями. Ну, давайте посмотрим. Здесь вот картины выпускников, которые отличились ранее уже в Агики. Здесь у нас представлены украшения, бижутерия. Попрошу направить камеру сюда. Здесь у нас представлен такой, знаете, сонное царство, сонный уголок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Арина.
Можете, пожалуйста, рассказать вот про ваше вот, сонное царство? Что у вас здесь представлено? Тут представлены ловцы снов, это как оберег, ну, открыточки в виде вот тоже космоса, тоже как, и браслетики. А сколько примерно вот нужно времени, чтобы создать вот такого интересного ловца солнца? День? Ну, для меня день. А для других? Не знаю. А почему именно вот такая вот сонная тематика? Вот, можете, пожалуйста, рассказать, чем она вас привлекает? Ну, для меня всегда было интересно вот тема космоса, что-то связанное, ну, такой мистика, типа такого. А сколько стоит вот один оберег? Ну вот по-разному, по размеру, и от красоты. Зависит. От красоты? Да, от материала. Ну давайте вот этот вот самый красивый, вот видите, вот сколько он стоит? 600. А, вот тут, да, 600. А почему здесь такой милый смайлик? Ну, потому что смайлик. Хорошо, ладно, спасибо большое. Ну давайте перенесемся из космоса на Землю. Здесь у нас, получается, художники рисуют на эко-сумках. Здравствуйте. Можете, пожалуйста, рассказать про вашу деятельность, что вот здесь представлено на столе? Вот рисуем на эко-сумочках акриловыми красками для ткани специально по шаблону. Вот сами выбирают люди понравившуюся картинку и рисуют, а мы им помогаем. А все это стоит 250 рублей вместе с сумками. И, ну, все. А можете, пожалуйста, сказать, почему именно эко-сумки? Насколько они полезны? Ну, они полезны, во-первых, что вот пакеты же из пластика делаются, а человек тратит в год 365 пакетов, и все это выбрасывается в мусор. А вот нужно вот лучше купить сумку, эко-сумочку и использовать несколько лет. Нужно даже. Вот так. Хорошо, большое спасибо. Вот такие прекрасные сумки и такие прекрасные девушки заботятся о окружающей среде. Так. И ко мне сейчас присоединяется первый проректор Станислав Иванов. Здравствуйте, Станислав. Добрый день. Можете, пожалуйста, рассказать поподробнее, откуда пришла идея провести такую данную ярмарку? Ну, во-первых, мы приветствуем всех в стенах нашего Арктического института. Вы, наверное, знаете, что проходит заседание Северного форума, и в рамках Северного форума в нашем институте действует проектная площадка креативной индустрии в Арктике. Ну и сегодня с 2 часов, буквально через час, начнется в этом зале пленарная часть, небольшие выступления с идеями креатива, с творческими проектами выступят наши преподаватели, выступят наши бизнес-партнеры, выступят деятели культуры, которые задействованы в этой отрасли. А с 11 часов вот в стенах института работает ярмарка. Здесь выставлены работы студентов наших, преподавателей, которые можно очень недорого купить, как форму поддержки студентов, ну и в то же время ребята делятся своими работами. Станислав Семенович, я вот смотрю, вот в зале что-то интересное происходит, да? Давайте пройдемте в зал и нам покажете, что там такого интересного. Значит, здесь у нас выставлена тема «Креатив в креативной индустрии в Арктике», поэтому, конечно же, все проникнуто темой Арктики. Это работы наших дипломников, студентов, есть работы преподавателей, есть как раз вот работы. Сегодня будет очень интересное выступление по русскому устью. А давайте вы покажете. Вот эти работы, значит, будет докладывать наша выпускница Мария Мищенко. Она мало того, что изучила искусство русскоустинцев, кроме того, она еще и споет песню и, значит, покажет все то, что она смогла набрать. Ну, а здесь выставлены работы наших ювелиров, студентов и преподавателей по ювелирному творчеству. Ну и кроме того, у нас в этом году приехали обучаться 2 студентки из Самского учебного центра из Финляндии. И вот 2 работы студентки из Финляндии выставлены здесь.
Она работала по металлу. Ну и вот эти студентки приехали изучить как раз работу с металлом, как у нас преподается, и работу с мамонтовой костью. Вот эти работы наших студентов выставлены здесь. Ну и, конечно же, книги преподавателей по Арктике нашего института. Ну и журнал «Культура и искусство Арктики», который издается в нашем институте, где есть возможность пропечататься преподавателям и ученым всего арктического мира. А можете сказать, пожалуйста, кроме студентов АГИКи и преподавателей, кто еще представлен, ну, может, из других учебных заведений? Нет, здесь значит, на этой площадке представлены только работы наших студентов, но мы ждем гостей, как я сказал, и с докладами, и просто гостей, которые посмотрят, поучаствуют в обсуждении. Правда, время, конечно, очень ограниченное, но тем не менее. Здесь состоится пленарная часть с 2 до 4 часов, а потом с 4 часов, где-то даже, может быть, с 3:30, мы приглашаем всех на 3-4 этаж, где у нас пройдут мастер-классы, дегустации. Можно будет попробовать, значит, научиться танцевать северные танцы. Можно будет проверить состояние своего здоровья, потому что к нам приехали представители лаборатории физического воспитания Чурапчинского института физической культуры. То есть можно будет функциональное состояние своего организма проверить. Это по теме здоровья народов Арктики. Можно будет в столовой попробовать дегустацию чая, кучу-чай, который, значит, здесь у нас производится. Ну и, конечно же, как я сказал, кроме того, можно будет просмотреть те порталы информационные, которые созданы у нас в институте посредством наших преподавателей и, конечно же, не без участия студентов. Вот. Будет звучать живой оркестр, произведения русских, якутских авторов. Все это будет в атриуме на 3-4 этаже. Ну и, кроме того, выставка художников, графиков, дизайнеров на 3-4 этаже. Все это сегодня, да, до 5 часов. В принципе, если есть желающие прийти посмотреть, то есть до 5 часов институт открыт, можно подойти посмотреть. Спасибо. А можете, пожалуйста, сказать, какие дальше будут какие-то интересные ярмарки вот в АГИКи? Что вы еще планируете делать? В этом году институт празднует свое 20-летие. Этот учебный год, юбилейный 20-й год, просто круглая дата. Поэтому ближе к весне, скорее всего, на весенних каникулах пройдет мероприятие концертное, где вот таким же образом наши студенты покажут свое творчество. Ну и кроме того, в октябре месяце пройдет фестиваль науки. И мы тоже обычно традиционно выезжаем вот так же с экспозициями, с показами, с мастер-классами в исторический парк «Россия. Моя история». Поэтому слушайте, смотрите, и мы всегда приглашаем, мы стараемся вносить креатив в нашу сегодняшнюю жизнь. Большое спасибо. Ну вот такой вот креатив в нашей повседневной жизни. Ольга. Андрей, спасибо за такую познавательную экскурсию. А я напомню, с нами на прямой связи был мой коллега Андрей Мухоплев. А сейчас о событиях, которые произошли за пределами страны. Это мировые новости. Тысячи человек покинули свои дома в Камбодже, где проливные дожди вызвали мощное наводнение. Татьяна Гамозова продолжит. Более 10 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома на севере Камбоджи, которая страдает от жесточайшего наводнения. Власти объявили эвакуацию. В городе Пойпет, на границе с Таиландом, вода поднялась почти по пояс местным жителям. По данным на прошлую неделю, бедствие уже унесло жизни по меньшей мере 11 человек, в том числе 2 детей. Спасательные службы сообщили, что из-за проливных дождей затопленными оказались более 100 тысяч домов и 30 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий. Главным образом это рисовые поля. Пострадали 14 провинций страны. Местные и китайские полицейские с прошлой недели совместно патрулируют улицы в Белграде и некоторых других районах Сербии. Это связано с наплывом туристов из Китая. И чем же поможет родная полиция, узнаете в следующем сюжете.
С недавних пор в центре Белграда, где всегда много туристов из разных уголков мира, появились и люди в иностранной полицейской форме. Это стражи порядка из Китая. Совместно с сербскими коллегами они патрулируют главную пешеходную улицу города, князя Михаила, парк Калимигдан и расположенную поблизости одноименную крепость, а также аэропорт имени Теслы и торговые центры на окраинах. Как говорит сотрудник полиции из Пекина Цзинь Яо, он помогает соотечественникам в случае необходимости находить друг друга. Мы организовали горячую линию, соединяющую китайских туристов и местных китайцев. Если им нужна помощь, они могут на нее позвонить. Когда необходимо, мы приглашаем наших сербских партнеров в китайские общины, а также в компании и организации с китайским финансированием. Необходимость в полицейских подкреплениях из Китая возникла в результате наплыва туристов из этой страны. Еще одна причина – включение Сербии и других государств на Балканах в проект «Один пояс, один путь». Китайские компании инвестируют в инфраструктурные проекты – железные и шоссейные дороги, электростанции и тому подобное, для реализации которых привлекают китайских же рабочих. По словам сербского полицейского Зорана Йовановича, их зарубежные коллеги не производят задержания. Их полномочия ограничены. Они просто обеспечивают контакты между нами и туристами, чтобы можно было проще общаться с ними. Меморандум о совместном патрулировании, двусторонних учениях и сотрудничестве в борьбе с киберпреступностью Белград и Пекин подписали в мае. Китайская компания Huawei и сербские фирмы воплощают в жизнь проект под названием Safe City – «Безопасный город». Он предусматривает установку в Белграде сотен камер видеонаблюдения и внедрение программ для распознавания лиц. Тем временем египетские археологи и реставраторы продемонстрировали саркофаги с мумиями высокопоставленного придворного и его супруги. Останки датируются вторым тысячелетием до нашей эры. Подробности расскажет Сергей Берец. Два антропоидных, то есть имеющих вид человеческих фигур саркофага, прибыли в субботу в новый национальный музей египетской цивилизации в Гизе, недалеко от Каира. В них находятся мумии Сененджема, придворного художника и строителя двух фараонов, а также одной из его жен, Юниферти. Свидетелями церемонии распаковки мумифицированных останков стали журналисты и официальные лица, в том числе министр по делам древностей Халид Аль-Анани. Мы хотели продемонстрировать, что транспортировка древних артефактов осуществляется с крайней осторожностью. Это процедура высшей степени сложности, сродни хирургической операции. Останки супругов хорошо сохранились, но прежде чем они займут место в экспозиции, их вместе с саркофагами подвергнут фумигации, обработке газами в специальной камере для борьбы с древоточцами и другими возможными паразитами. О роли, которую играл Сененджем при жизни, рассказал реставратор Махмуд Абдаллах. Он был одним из великих строителей некрополя в Мемфисе. Как полагают, он руководил работами по сооружению и украшению гробниц Рамзеса II и Сети I. Прораб фараонов 19-й династии носил титул служителя места истины. Его могилу обнаружил в 1886 году французский египтолог Гастон Масперо. Новый национальный музей египетской цивилизации строится уже почти 15 лет. Он частично открылся в 2017-м. Сейчас из старого музея на площади Тахрир в Каире сюда перевозят многие экспонаты, в том числе предметы из коллекции Тутанхамона. Позолоченный саркофаг фараона-мальчика находится в процессе реставрации. Официальное открытие музея намечено на конец будущего года. А это были мировые новости, обзор событий, которые произошли за пределами страны. Государственный цирк Якутии имени Марфы и Сергея Расторгуевых готовится к своему юбилею и проведению 6-го международного циркового фестиваля «Мамонтенок-2019». Торжественные мероприятия пройдут с 4 по 6 октября в Якутске на арене бриллиантового цирка. И сейчас на месте событий находится наш корреспондент Юрий Осипов. Юрий, здравствуй, расскажи о ходе подготовки.
Ольга, здравствуй. Сейчас в бриллиантовом цирке Якутии активно ведется подготовка к предстоящим мероприятиям. Как поделились с нами организаторы, здесь ведутся косметические ремонтные работы. Вместе с тем к фестивалю готовятся и новые номера. Один из них вы сейчас видите за моей спиной. Это акробатический номер «Русские палки». Его готовили более 2 лет специально к проведению этого фестиваля. Но давайте спросим о деталях выполнения этого номера у артиста цирка Александра Посельского. Они еще не закончили репетиции. Давайте с вами посмотрим, как выполняется этот номер. 2 артиста держат палку, а 3-й... Ну, Александр, здравствуй. Расскажи, пожалуйста, в чем сложность выполнения этого номера? Ну, во-первых, наш номер называется «Русские палки». 2 человека, как видели, стоят, один прыгает, акробатические, гимнастические трюки делаем. Ну и сложность, конечно, в взаимопонимании, ежедневных тренировках. И, конечно же, баланс, сила, ловкость, ну, все вот эти вот моменты надо учитывать. Ну и как велась подготовка к исполнению этого номера? Ну, мы начинали, получается, не с самих палок, а начинали с самых азов, маты, батуты, и потом только через полгода перешли на вот эту палку. Александр, спасибо. Ну, а стоит отметить, что помимо проведения 6-го фестиваля «Мамонтенок» и четвертьвекового юбилея цирка, этот год отмечен и другими важными событиями. В этом году свой 15-летний юбилей празднует само здание цирка. И также в этом году выпускается уже 3-е поколение цирковых артистов, которые обучались в Пекинском международном колледже искусств. Ну а какая подготовка ведется к этим важным мероприятиям? Давайте спросим у руководителя государственного цирка и художественного руководителя Сергея Васильевича Расторгуева. Сергей Васильевич, здравствуйте. Расскажите нам, пожалуйста, какая подготовка ведется сейчас в цирке к проведению этих важных мероприятий? Ну, конечно, подготовка началась давно, можно сказать. Я сейчас буквально побывал на 2 фестивалях в Москве и также был на столетии российского цирка, поэтому как череда. Сейчас на днях закончился Минский цирковой фестиваль, и сейчас продолжается у нас в Якутске. И, конечно, у нас в этом году фестиваль, уже 6-й международный фестиваль, он будет проходить уже не как, допустим, до 18 лет мы только проводили, как «Мамонтенок». И сейчас «Мамонтенок» превращается, можно сказать, в «Мамонта», потому что мы в этом году решили не ограничивать возраст, поэтому приедут и взрослые артисты из где-то около 10 стран мира, даже Колумбия, Вьетнам, Бурятия, Монголия, Казахстан. В общем, очень будет интересно, Израиль даже. И будут гости, почетные члены жюри, и почетные гости, тоже около 10 стран. Поэтому будет очень интересная, насыщенная программа. Хотелось бы, чтобы зрители пришли, поддержали наш цирк, потому что от нашего цирка тоже будут выступать несколько номеров. Мы привлекли для подготовки к фестивалю интересно очень сейчас. Вот на днях в Минском его номер получил золото. Это Дмитрий Чернов. Он тоже помогает нашим номерам, допустим, «Русская палка», там еще другие номера. Поэтому скоро опять на днях подъедет, опять будет подготовка продолжаться. Но буквально на той неделе мы начнем. Ну и, Сергей Васильевич, если «Мамонтенок» повзрослеет и превратится уже во взрослого мамонта, то какая судьба будет у детского фестиваля? Ну, конечно, «Мамонтенок» он не пропадет, он будет то ли внутри, но это опять зависит от финансов. Хотелось бы, конечно, и отдельно проводить, но с другой стороны, как в международном фестивале в Москве, он может, «Мамонтенок», внутри большого мамонта, внутри взрослого фестиваля, может быть и детский фестиваль. Спасибо большое. Ну и, как мы узнали, предстоят очень интересные события. Ну а мне остается добавить, что все эти праздничные мероприятия пройдут в Якутске с 4 по 6 октября. Ольга. Юрий, спасибо за информацию. Напомню, на прямой связи со студией был наш корреспондент Юрий Осипов. А теперь к новостям спорта. Всероссийская федерация легкой атлетики вновь продлили отстранение. Такое решение было принято Международной ассоциацией легкоатлетических федераций на заседании Совета организации в Дохе.
Более подробно расскажет нам Власий Сергеев в рубрике «Спорта». Власий, известны ли причины отказа? Ольга, здравствуй. Тут в первую очередь стоит отметить то, что Международная ассоциация уже в 12-й раз продлила отстранение Всероссийской Федерации легкой атлетики. Причиной является то, что независимый дисциплинарный орган все еще не завершил проверку данных, взятых из московской лаборатории. В эфире новости спорта. Здравствуйте. Международная ассоциация продлила отстранение Всероссийской Федерации легкой атлетики. Решение было принято вчера на заседании в Дохе, где через 3 дня стартует чемпионат мира. Таким образом, российские спортсмены выступят на мировом первенстве под нейтральным флагом. В заявку на турнир попали 30 россиян, имеющих нейтральный статус. Напомню, членство Всероссийской Федерации легкой атлетики было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного Всемирным антидопинговым агентством. Аргентинский нападающий Барселоны Лионель Месси признан лучшим футболистом года по версии FIFA. На награду также претендовал португальский форвард итальянского Ювентуса Криштиану Роналду и голландский защитник английского Ливерпуля Вирджил ван Дейк. В прошлом сезоне 32-летний Месси забил 36 голов в чемпионате Испании. Его Барселона выиграла внутреннее первенство, а также дошла до полуфинала Лиги чемпионов, где уступила Ливерпулю. Нападающий на этом турнире стал лучшим бомбардиром, отличившись 12 раз. Вместе со сборной Аргентины Месси завоевал бронзовые медали Кубка Америки. Сборная России по мини-футболу сыграла в ничью с командой Казахстана во втором матче Кубка Каспия. Турнир проходит в Астрахани. Встреча завершилась со счетом 1-1. В составе россиян результативный удар нанес Артем Антошкин. У казахов отличился Арнольд Кнауп. В турнирной таблице российские футболисты после 2 туров занимают второе место. На их счету 4 очка. Лидирует сборная Ирана, набравшая также 4 балла, но опережающая россиян по разнице забитых и пропущенных мячей. Третьей идет команда Азербайджана, замыкает таблицу сборная Казахстана. У обеих команд по 1 баллу. В заключительной игре турнира россияне встретятся с иранцами. Встреча пройдет 25 сентября. Мужская сборная России по волейболу проиграла команде Словении в матче 1/4 финала чемпионата Европы. Встреча прошла в Любляне и завершилась со счетом 1-3. Самым результативным игроком матча стал диагональный россиян Виктор Полетаев, набравший 20 очков. У словенцев самым точным оказался Тине Урнаут. В его активе 13 баллов. Команды уже встречались на групповом этапе. Тогда со счетом 3-0 победу праздновали российские волейболисты. В полуфинале чемпионата сборная Словении сыграет с командой Польши, которая в своем четвертьфинальном матче со счетом 3-0 выиграла у немцев. Встреча пройдет 26 сентября. Турнир завершится 29 числа. Хоккеисты московского ЦСКА по буллитам победили Санкт-Петербургский СКА в выездном матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. В составе армейцев дубль оформил Максим Шалунов. Победный буллит реализовал Линдон Вэй. У СКА 2 заброшенными шайбами отметился Владимир Ткачев. В турнирной таблице западной конференции петербургский клуб идет на 2-й позиции, имея в активе 13 очков. ЦСКА занимает 3-е место, набрав 15 баллов. В следующем матче СКА 26 сентября на своем льду примет уфимский Салават Юлаев. Армейцы днем ранее на выезде сыграют с финским Йокеритом. Российский боксер Александр Поветкин выразил желание провести следующий поединок с бывшим чемпионом мира по 3 престижным версиям в супертяжелом весе британцем Тайсоном Фьюри. В данный момент на счету 40-летнего Поветкина 35 побед, из которых 24 нокаутом, а также 2 поражения. В послужном списке 31-летнего Фьюри 29 побед, из которых 20 нокаутом и ни одного поражения, а также 1 ничья. Я хотел бы подраться с Тайсоном Фьюри. Он много говорил, в том числе и то, что я не хочу с ним драться. Но это не так. Существует вероятность, что проведу бой до конца года, сказал Поветкин. Якутские спортсмены завоевали 12 медалей на 2-м этапе всероссийских соревнований по национальным видам спорта в Благовещенске. Об этом сообщает «Спорт Якутии». Участниками турнира стали представители Амурской области, Хабаровского края, Еврейской автономии, Ямало-Ненецкого автономного округа, а также нашей республики. Якутяне завоевали 8 золотых медалей в национальных прыжках и прыжках через нарты. Еще 4 медали разного достоинства были записаны в актив команды в соревнованиях по бегу с палкой. Это были новости спорта. Все новости спорта к этому часу. Мы продолжаем следить за всеми событиями в жизни регионального и всероссийского спорта. Ольга, вам слово. Спасибо большое, Власий. Ждем от вас новостей. А я напомню, о спортивных событиях в стране и мире нам рассказал Власий Сергеев. И в завершении выпуска о погоде в крупных городах региона. Начнем, пожалуй, с Западной Якутии. 9 градусов со знаком плюс зафиксировали термометры Ленска. Скорость ветра 3 метра в секунду. В Мирном столбик термометра остановился на отметке плюс 6 градусов. Ветер дует со скоростью 4 метра в секунду. В
В Алдане облачно, температура 3 градуса со знаком плюс, ветер 3 метра в секунду. А в соседнем Нерюнгри столбик термометра показывает 1 градус выше нуля. Ветер дует со скоростью 3 метра в секунду. В столице региона, в городе Якутске, сейчас плюс 6, ветер дует со скоростью 4 метра в секунду. В эти минуты пасмурно, осадков в течение дня не ожидается. У меня к этому часу вся информация. Не переключайтесь, оставайтесь с нами.